الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. Продолжаем серию уроков по книге шейха Абу Аззама хафизахуллах. Книга называется «Масайлю ва ахкам фи шархи навакид аль-Ислам». И мы остановились на четвертом накиле. Говорит шейх: «Ан-накиду ар-раби'», четвертый накид. «Ман и'такада анна гайра хади النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر». Кто убежден, что чей-либо путь, помимо пути пророка саллаллаху алейхи вассалям, является лучше и совершеннее, чем путь пророка саллаллаху алейхи вассалям, или чье-либо решение лучше, чем решение пророка саллаллаху алейхи вассалям, как те, которые предпочитают решение тагутов над его решением, то такой является кафиром. Говорит комментатор. Первый рассматриваемый вопрос. Этот накид связан с тремя видами единобожия. Первое – это то, что законодатель, который устанавливает светские законы, оспаривает Аллаха в его господстве. То есть вступил в препирательство с Аллахом в его господстве. Почему? Потому что Всевышний Аллах, он тот, кто велит и запрещает. И он тот, кто выносит решение между его рабами. Сказал Всевышний Аллах: «Инил хукму илля лиллах, амара алла та'буду илля ия». Решение принадлежит одному Аллаху. Он велел, чтобы вы поклонялись только ему. А что же касается этого законодателя, помимо Аллаха, то он оспорил Аллаха, вступил в препирательство с Аллахом в этой особенности, а это издавание законов. Второе: аль-мутахакиму ли хадихи аль-каванини ашрака ма Аллахи фи ибадатихи хайсу иннаху сарафа ибадат ат-тахакуми ли гайри. Это то, что тот, кто обращается за решением в светские суды, то тот совершил ширк в отношении Аллаха в поклонении ему, то есть приобщил с Аллахом другого в поклонении ему, потому что он направил поклонение тахакум это поклонение обращаться за решением в препирательствах, тяжбах и так далее, то есть он направил это поклонение кому? Другому помимо Аллаха. Сказал Ибн Касир в его тафсире, сказал Хасан аль-Басри, рахималлах: «Ла янбаги хаза ли му'минин ан я'мура ан-наса би ибадати». Не подобает это верующему, чтобы он повелевал людям поклоняться ему. Затем он сказал: «Вадалика анна л-каума кана я'буду ба'духум ба'да, я'ни ахлюл китаб, кану ята'аббадуна ли ахбарихим ва рухбанихим». И это потому, что народ, то есть здесь он имеет в виду людей Писания, одни из них поклонялись другим, то есть они поклонялись их книжникам и монахам. Как сказал Всевышний Аллах: «Иттахазу ахбарахум ва рухбанахум арбабан мин дуниллахи валь масиха ибн Марьям, ва ма умиру илля лиябуду илахан вахида, ла илаха илля хува субханаху амма юшрикун». Они взяли своих книжников и монахов господами помимо Аллаха и Мессию, сына Марьям. Но им было велено поклоняться только одному Богу, Всевышнему Аллаху, и нет Бога достойного поклонения, кроме Него. Пресвят Аллах от того ширка, который они совершают в отношении Него. И пришло в муснаде имама Ахмада и ат-Тирмизи, что Ади ибн Хатим сказал пророку саллаллаху алейхи вассалям: «Я Расул Аллах, о посланник Аллаха, ма абадухум». Они не поклонялись им, этим книжникам и монахам. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал ему: «Баля, напротив, они им поклонялись. Иннахум ахаллу лахумуль харам ва харраму алейхимуль халяль, фаттаба'ухум, фадалика ибадатухум ияхум». Эти книжники и монахи разрешали им запрещенные и запрещали им разрешенные, и те следовали за ними. И это являлось их поклонением в отношении этих книжников и монахов. Конец хадиса. Третье: кадалика аль-хаким наза Аллаха фи асмаихи ва сифати, фаллаху хува аль-хакам, ва илейхи аль-хукм, ва хаза шарака Аллаха фи смихи аль-хакам. Также правитель, который не правит законами Аллаха, то есть правит по светским законам, он вступил в препирательство с Аллахом в его именах и атрибутах, потому что Всевышний Аллах, он является высшим судьей, и к нему возвращается решение. А этот правитель, этот, кто выносит решение, он
приобщил себя с Аллахом в его имени Аль-Хакам, то есть высший судья. Второй рассматриваемый вопрос. Наклю аквали масуабихи дуджа ва уляма иль-умма фи хазаль баб. Мы приведем слова светочей во мраке, слова ученых этой уммы относительно этой главы. Сказал шейху ислам ибн Таймия алейхи рахматуллах: «Валь инсану мата халлал аль-харам аль-муджма алейх, ау харрам аль-халал аль-муджма алейх, ау баддал аль-шар'а аль-муджма алейх, кана кафиран муртаддан биттифак аль-фукаха». И человек, когда разрешает запрещенные, на запретность которой есть иджма, или запрещает разрешенные, на разрешенность которой есть иджма, или заменяет шариат, относительно которого есть иджма, то такой становится кафиром, вероотступником по единогласию ученых фукаха, по единогласию ученых. Конец его слов. И сказал Ибн Хазм, алейхи рахматуллах, разъясняя слова Всевышнего Аллаха, «Иттахазу ахбарухум», они взяли своих книжников и монахов и так далее до конца аята, он сказал: «Лима кана аль-яхуду والنصارى يحرمون ما حرم أحبارهم ورهبانهم ويحلون ما أحلوا كانت هذه ربوبية صحيحة وعبادة صحيحة وقد دانوا بها». Когда иудеи и христиане запрещали то, что запрещали их книжники и монахи, и разрешали то, что разрешали их книжники и монахи, то есть они взяли этих людей действительно Господами помимо Аллаха и поклонялись им помимо Аллаха и покорились этому. وَسَمَّ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْعَمَلَ اتِّخَاذَ أَرْبَابٍ مِّن دُونِ اللَّهِ وَعِبَادَةٍ. И Всевышний Аллах это действие назвал чем? Что они берут их Господами помимо Аллаха и поклоняются им. وَهَذَا هُوَ الشِّرْكُ بِلَا خِلَافٍ. И это является ширком, и в этом нет никакого разногласия. И сказал Ибн Каthир: فَمَنْ تَرَكَ الشَّرْعَ الْمُحْكَمَ الْمُنْزَلَ عَلَى محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياساق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. И тот, кто оставил шариат ясный, неспосланный Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, который является печатью пророков, и обратился за другим решением, даже если это будет из тех шариатов, которые были отменены, то такой становится кафиром. Так как же положение того, кто обращается за решением к ясак и дает предпочтение ясак над тем, что не спаслал Аллах его посланнику? И далее Ибн Каthир говорит: и тот, кто совершил это, является кафиром по единогласному мнению мусульман. Ясак — это у татаро-монгол, у них было писание ясак, то есть к которому они обращались. И они приняли из ислама намаз, все и так далее, кроме вот обращения за решением к Корану. И говорил: у нас есть вот это писание ясак, и мы будем к этому обращаться. Ибн Каthир относительно этого дает ответ. То есть даже если обращается человек за решением к отмененным шариатам, то он становится кафиром, не говоря уже о том человеке, который обращается за решением к ясак. И далее Ибн Каthир сказал: и сказал Всевышний Аллах: «Афа хукма аль-джахилияти ябгун, ва ман ахсану мин Аллахи хукман ли кауми юкинун». Неужели решение времен невежества они желают? И кто же лучше решением, чем Всевышний Аллах для людей убежденных? И также Всевышний Аллах сказал: «Фаля ва раббика ла ю'минуна хатта юхаккимука фима шаджара байнахум فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما». Клянусь твоим Господом, они никогда не уверуют, пока не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчиняться полностью. Конец слов Ибн Каthира, алейхи рахматуллах. И сказал шейх Аш-Шанкити, алейхи рахматуллах: «Аль-ишраку биллахи фи хукмихи валь-ишраку бихи фи ибадатихи куллуха бима'нан вахид, ла фарка байнахума аль-батта». Совершать ширк в отношении Аллаха в решении, то есть прибегать к другому решению помимо решения Аллаха, и совершать ширк в отношении Аллаха в поклонении, это все является одинаковым, то есть все это имеет один смысл, и нет между ними никакой разницы. فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله وقانونا مخالفا لشرع الله من وضع البشر معرضا عن نور السماء الذي أنزله الله على لسان رسوله، من كان يفعل هذا هو من كان يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد كلاهما مشرك بالله. И тот, кто следует за каким-либо законом помимо закона Аллаха, или за каким-либо законодательством помимо законодательства Аллаха, или за каким-либо решением помимо решения
отношении Аллаха, или законом, который противоречит шариату Аллаха, из тех законов, которые установили люди, и которые отвернулись от света, от небесного света, который Всевышний Аллах не спаслал его посланнику, тот, кто совершит это, он как тот, кто поклоняется идолу и делает суджуд истукану, идолу. И нет между ними никакой разницы, ни с одной стороны. То есть они одинаковые, их хукм одинаковый, и они одинаковые. И оба они являются мушриками в отношении Аллаха. «Хаза ашрака бихи фи ибадати, ва хаза ашрака бихи фи хукми». Этот совершил ширк в отношении Аллаха в поклонении, тот, кто поклоняется идолам и так далее. А этот, который прибегает к другому решению, например, решению Аллаха, он совершил ширк в отношении Аллаха в решении. «Валь ишраку бихи фи ибадатихи, валь ишраку бихи фи хукмихи куллюха сава». И совершать ширк в отношении Аллаха в поклонении и совершать ширк в отношении Аллаха в решении, все это является одинаковым. И сказал Всевышний Аллах относительно ширка в поклонении: «Фаман кана ярджу ликаа раббихи фальямал амалан салихан ва ла юшрик би'ибадати раббихи ахада». Тот же, кто желает встречи с Аллахом, пусть совершает благие деяния и не приобщает с его Господом в поклонении никого. И сказал Всевышний Аллах относительно ширка в решении: «Лаху гайбу самавати валь арди абсир бихи ва асми' ма лахум мин дунихи мин валийин ва ла юшрику фи хукмихи ахада». У него, то есть у Всевышнего Аллаха, сокровенные небес и земли. Как прекрасно он видит и слышит. Нет у них покровителя помимо него, и никто не принимает решений вместе с ним. Конец слов шейха Аш-Шинкити. И сказал Сулейман ибн Сахман, алейхи рахматуллах: тагут бывает трех видов. Это тагуту хукмин, тагут в решении, ва тагуту ибада, и тагут в поклонении, ва тагуту таатин ва мутабаа, и тагут в подчинении и исследовании. Валь максуду фи хазихи л-варакати хува тагуту л-хукм. И здесь имеется в виду это тагут решение, то есть тагут в решении. Фа инна каthиран мин ат-таваиф аль-мунтасибина иля л-ислам кад сару ятахакамуна иля адати абаихим. И далее шейх говорит: и многие из числа групп, из числа людей, которые причисляют себя к исламу, они стали прибегать за решением к обычаю их отцов. И далее шейх говорит: «Вахаза хува тагуту би'айни». И это и является тагутом. То есть то, что они делают, прибегают за решением к обычаям их отцов, это и есть тагут. Аллази амар Аллаху бичтинаби, относительно которого Всевышний Аллах повелел сторониться его. И шейх ул-Ислам ибн Таймия, рахимуллах, упомянул его в Минхаджи, Ибн Касир в Тафсире: «Анна ман фа'аля залика фахуа кафирун билля», что тот, кто совершил это, он является кафиром в отношении Аллаха. И Ибн Касир добавил: «Яджибу киталуху хатта ярджиа иля хукми Аллахи ва расули». С таким обязательно нужно сражаться, пока он не придет, не вернется к решению Аллаха и его посланника. Конец слов шейха Сулеймана ибн Сахмана. И сказал шейх Ибн Таймия, алейхи рахматуллах: «Валя райба анна ман лам я'такид вуджуба аль-хукми бима анзал Аллаху аля расулихи фахуа кафир». И нет сомнения, что тот, кто не убежден в обязательность вынесения решения, потому что не спаслал Аллах его посланнику, то такой является кафиром. «Ваман истахалла ан яхкума байна ан-наси бима яраху хува адлян мин гайри иттиба'i лима анзал Аллаху фахуа кафир». И тот, кто дозволяет выносить решение между людьми тем, что он считает справедливым, не следуя за тем, что не спаслал Аллах, то такой становится кафиром. فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم. И далее шейх ул-Ислам ибн Таймия говорит: и ты не найдешь какую-либо общину, чтобы они не велели выносить решение по справедливости. И то, что они, решение, которое они выносят, это справедливо в их религии. Они не считают, что это несправедливое решение. Они считают, что это решение справедливое. То есть это то, что видят их вожди и так далее. Их вожди, они видят, что это решение является справедливым. И далее шейх говорит: «Баль каthиру мин аль-мунтасибина иля аль-ислам яхкумуна би'адатихим аллати лам юнзилха Аллах касавали фил бавади ва каавамир аль-мута'ин фи ашаирихим ва яравна анна хаза хува алладhi янбагhi аль-хукму бихи дун аль-китаби ва сунна ва хаза хува аль-куфр». Далее шейх говорит: напротив,
многие из числа тех, кто причисляет себя к исламу, выносят решение в соответствии с их обычаями, которые Всевышний Аллах не ниспосылал. Как это делают некоторые бедуины, и как это делают правители, вожди племен, которым подчиняются. И они считают, что это то решение, к которому нужно прибегать, оставляя Коран и Сунну. И далее шейх говорит, и это является куфром. Конец его слов. Третий рассматриваем вопрос. Аль-мушарри'у лил-каванин лил-вад'ийяти кафирун куфран акбар, мухриджан мин аль-милля, бимуджарради вад'ихи лихадихи лил-каванин лил-вад'ийя, бигаддин назари ани атикадихи ау кавли. Тот, кто издает светские законы, является кафиром, который впал в большой куфр, выводящий из ислама. И он становится кафиром лишь вот этим действием, что он установил закон, который противоречит Аллаху, закону Аллаха и его посланника. И мы не смотрим на его убеждения или на его слова, то есть на его оправдание, мы не смотрим. Сказал Всевышний Аллах: «Ам лахум шуракау шарау лахум мин ад-дини ма лам я'зам бихилlah». Или же у них сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах. Четвертый рассматриваем вопрос. Обращение за решением и выносить решение не потому, что не спасал Аллах, будет большим ширком в 6 положениях. Первое, когда он отрицает решение Аллаха, то есть если он отрицает решение Аллаха, то он становится кафиром, который впал в куфр, который выводит из религии. Второе, если он выносит решение не в соответствии с тем, что не спасал Аллах, или обращается за решением другому помимо шариата Аллаха, и он убежден, что это решение, то есть решение, которое противоречит решению Аллаха, является лучше, чем решение Аллаха, то такой тоже является кафиром. Третье, если он правит не в соответствии с тем, что не спасал Аллах, или обращается за решением другому помимо шариата Аллаха, и он убежден, что это решение подобно решению Аллаха, то есть они наравне одинаковые, то такой тоже является кафиром. Четвертое, если он выносит решение не в соответствии с тем, что не спасал Аллах, или обращается за решением другому помимо шариата Аллаха, и он убежден, что решение Аллаха лучше, чем вот это решение. Однако он говорит, что можно обращаться за решением, которое не является из решения Аллаха и его посланника, или говорит, что можно выносить решение, которое противоречит тому, что не спасал Аллах, то такой тоже является кафиром. Пятое. Выносить решение в соответствии со светскими законами, или обращаться за решением к светским законам, то это является куфром, выводящим из религии, даже если он убежден, что решение Аллаха лучше, и даже если он не разрешает обращаться за решением к суду тагута и так далее, то такой тоже является кафиром. И это противоречит тому, что говорят современные мурджиты. Шестое. Обращаться за решением к обычаям, когда возникают споры, препирательства, тяжбы, как это принято у некоторых племен. То есть некоторые племена, когда между ними происходит тяжба, то есть споры, они не обращаются за решением книги Аллаха и сунни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Напротив, они обращаются за решением к их обычаям, которые они установили. Это тоже является куфром, вводящим из религии. Пятый рассматриваем вопрос. Когда же выносить решение не в соответствии с тем, что не спасал Аллах, является малым куфром? И шейх говорит, если тот, кто выносит решение, он все время выносит решение, как не спасал Аллах, в соответствии с тем, что не спасал Аллах. И он не выносит решение светскими законами, исходя из светских законов. Однако в некоторых случаях, когда разбирается вопрос, он не выносит решение по справедливости. К примеру, разбирается вопрос воровства, то есть наказывать вора. И есть свидетели, то есть установлено, что есть свидетели. Он не выносит решение об отрубании руки этого вора, потому что этот вор его близкий родственник и так далее. Или ему дали взятку этому судье. И он что делает? Он обвиняет этих свидетелей, что они лжецы, что они лжесвидетели, или что-то он говорит и не принимает их свидетельства. И это он делает для того, чтобы не установить решение над этим вором, соответствующее решение. Вот такой впал в малый куфр. Но с условием, что это не происходит постоянно или чаще всего, что это происходит в каких-то индивидуальных случаях. И то, что он делает, это очень мало, да, в количестве. То есть не так часто он это делает, не так много это делает. И также он должен быть убежденным, что он ошибается, что он совершает грех. Шестой рассматриваем вопрос. Достоверность хадиса куфрун дуна куфр. Куфр ниже куфра, то есть имеется в виду малый куфр. Этот хадис передал Аль-Хаким и Аль-Байхаки от Хишама ибн Худжайра, от Тауса, от Ибн Аббаса, что Ибн Аббас сказал в отношении слов Всевышнего Аллаха: «Ваман лам яхкум бима анзал Аллаху фаулаика хумуль кафирун». И тот, кто не правит в соответствии с тем, что не спасал Аллах, они являются кафирами. Что Ибн Аббас сказал: куфрун дуна куфр, это является малым куфром. И Хишам ибн Худжайр, его посчитали слабым имам Ахмад и Ибн Ма'ин, то есть они очень сильно посчитали его слабым. И сказал Ибн Уяйна: «Лам накун на'хуз ан Хишам ибн Худжайр ма ла наджидуху инда гайри». Мы не брали от Хишама ибн Худжайра что-либо,
если мы не находили у другого то же самое. «Вассахиху ма раваху ибн Джарир фи тафсири». И более верное, то есть верное это то, что передал Ибн Джарир в его тафсире от Абдур-Разака, мусаннифе, от хадиса Ма'мара, от Ибн Тауса, от его отца, что он сказал: «Суиля Ибн Аббас ан каули». Ибн Аббаса спросили относительно слов Всевышнего Аллаха: «Ваман лам яхкум бима анзаля Аллаху фаулаика хумуль кафирун». И те, кто не правят в соответствии с тем, что не спасал Аллах, являются кафирами. Ибн Аббас сказал: «Хия бихи куфрун», это является куфром. Седьмой рассматриваемый вопрос: если законодателя, который устанавливает светские законы, принуждают, то есть если правителя принуждают устанавливать светские законы и обязывать, то есть которые обязывают затем народ прибегать к этим законам, то это не является икрахом, это не является принуждением, потому что это куфр, который переходит на других. То есть это куфр не в отношении него самого, а этот куфр переходит уже на других людей, и это не является икрахом. Восьмой рассматриваемый вопрос: если подали иск против человека и заставили его прийти на тагутский суд, то такой не становится кафиром, если соблюдены три условия. Первое: ан якуна аль-икраху мульджиа, что есть действительно икрах. Второе: ан якуна кальбуху мутмаиннан бил иман, чтобы сердце его было спокойно в имане. Третье: ан я'такида куфра хазихи аль-махкамати ва хазихи аль-каванин аль-вад'ия, он должен быть убежденным в куфре этих судебных процессов, в куфре этого суда и в куфре этих светских законов. فإن فقد شرط من هذه الشروط كان حضوره للمحكمة كفرا أكبر. И если не будет соблюдены эти условия, и он придет на этот тагутский суд, то он впадает в большой куфр. Девятый рассматриваемый вопрос: положение того, у кого забрали его хак, его имущество, и он не может вернуть свой хак, свое право из имущества, кроме как подняв этот вопрос, подав иск в тагутские суды. Что же в таком случае он делает? И шейх говорит: «Ат-тахакуму иля аль-махакими тагутияти куфрун биллахи аль-азим». Обращаться за решением тагутские суды является куфром в отношении великого Аллаха. Сказал Всевышний Аллах: «Ваман лам яхкум бима анзаля Аллаху фаулаика хумуль кафирун». А те, кто не правят в соответствии с тем, что не спасал Аллах, являются неверующими. Также Всевышний Аллах сказал: «Фаля ва раббика ла ю'минуна хатта юхаккимука фима шаджара байнахум thumma ла яджиду фи анфусихим хараджан мимма кадайта ва юсаллиму таслима». Клянусь твоим Господом, они никогда не уверуют, пока не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними. Не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчиняться полностью. И также сказал Всевышний Аллах: «Алям тара иля аллазина яз'умуна аннахум аману бима унзиля илейка ва ма унзиля мин каблика юридуна ан ятахакаму иля ат-тагут. Юридуна ан ятахакаму иля ат-тагут ва кад умиру ан якфуру бих. Ва юриду аш-шайтану ан юдиллахум далалан баида». Разве ты не видел тех, которые утверждают, что они уверовали в то, что ниспослано тебе, и в то, что ниспослано до тебя? Однако вместе с этим они желают обращаться за решением к тагуту, но им было велено привить неверие в него, и шайтан желает заблудить их далеким заблуждением. И далее шейх говорит: «Фалям юджиз ляна шари'у кауля аль-куфри ау фи'ляху илля фи халати аль-икрах». Законодатель, то есть Всевышний Аллах, не дозволил нам говорить слова куфра или совершать действия куфра, кроме как в положении икра, то есть положении принуждения. Амма халю дарурати фаля. А что касается положения дарура, вынужденность, то Всевышний Аллах не дозволил нам говорить слова куфра или совершать действия куфра при вынужденности. «Валитадхаба дунья би асриха валияслама ляна динуна». И пусть весь мир уйдет, но останется твоя религия. И говорит шейх Сулейман ибн Сахман, алейхи рахматуллах: если ты познал, что тахакум к тагуту, то есть обращение за судом тагуту, является куфром, Всевышний Аллах упомянул в его писании: «Анна аль-куфра акбару мин аль-катль», что куфр хуже, чем убийство. Сказал Всевышний Аллах: «Валь фитнату акбару мин аль-катль», и фитна хуже, чем убийство. А в другом аяте сказал: «Валь фитнату ашадду мин аль-катль», и фитна хуже, чем убийство. «Валь фитнату хия аль-куфр», и фитна это куфр. «Фаляу иктаталат аль-бадияту валь хадирату хатта ядхабу лакана ахвана мин أن ينصبوا في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلам, التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم». Если бы все люди сразились бы между собой, и все они пали бы в этом сражении, это было бы лучше, чем если они установили бы на земле тагута, который правит в соответствии с тем,
что противоречит шариату ислама, шариату, с которым был послан посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун, ва саламун аля мурсалина, вальхамду лиллахи раббил аламин.